Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. С каким мужчиной скоро начнутся отношения? Кто он такой? Как зовут? Чем занимается? Сейчас все просмотрим, все узнаем. Так, и еще хочу ответить на один из комментариев. Меня в последнее время очень часто стали спрашивать, зачем вот здесь вот я пишу, значит, определенные слова. Мои хорошие, к вам эти слова никакого отношения не имеют. Эти слова как предупреждение для тех, кто любит воровать, кто любит плагиатить, кто любит выдавать себя за тех, кем он не является. Гадания, подобные моему, могут выполнять лишь только медиумы. Этому нужно учиться, и, помимо всего прочего, нужно иметь к этому талант. Вот. К сожалению, очень много нечестных людей, которые любят, заниматься обезьянничеством, ходить по разным каналам, все подряд подбирать. Они ведь не только повторяют, не понимая того, что они делают, так они еще и умудряются пересказывать. Представляете, да? Не знаю, там на бумажку записывают, либо памятью хорошей обладают. Просто берут и пересказывают. Это ужасно, это обман. И это настолько не уважать зрителей, настолько быть сволочным и алчным человеком, что просто страшно. Эти слова — это мой оберег и предупреждение. Хочешь брать, воровать — плати. Плати. За 1,13 заплатишь. Так, на зрителей абсолютно это не влияет. Наоборот, для своих зрителей все свои видео я заряжаю позитивом, добром и очень хорошая энергия, которая вам помогает. Кто со мной постоянно, кто часто смотрит мои видео, все отмечают очень положительные изменения и в себе, и в своей жизни. Так, маленькое такое отступление. Давайте приступим к отсыпке. Загадайте, пожалуйста, на себя и, пожалуйста, загадайте свой срок. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а тут не одни отношения. Здесь одни отношения с продолжением, либо как продолжение, и совершенно новый человек войдет в вашу жизнь. Давайте перед тем, как я приступлю к пояснению, и для вас, и для себя проясним, кто эти два джентльмена, кто эти мужчины. Так, мужчина с продолжением и мужчина новый. Фу, интересная картинка. Давайте разбираться. Мужчина с продолжением. Это тот, с кем вы не смогли, к сожалению, реализовать свои мечты. То есть это какой-то бывший, который не дает покоя, либо очень навязчивый человек, который не понимает слова «нет». Человек сам по себе, такой, знаете, пустоватый, либо не способный сделать вас счастливой. От этого человека вы хотите уйти, либо вы от него отказываетесь и говорите, что, дружочек, все, я пойду туда, где хорошо, где тепло, где есть настоящее мужское плечо, где буду любить и буду любимой. Так, второй человек, новый человек. Здесь очень неоднозначная ситуация. Похоже очень, что человек после тяжелых отношений, после развода, либо после какой-то тяжелой критической ситуации в жизни. Человек считал себя погибшим, а теперь он воспрянул духом
И вы для него будете как свежий глоток воздуха, как новая надежда, как новая возможность найти свое счастье, найти свою любовь и наконец-таки стать счастливым. Так, теперь давайте разбираться. Как хорошо, да, оракулы нам помогли, раскрыли немножко суть событий, и мне будет легче, да, и вам будет понятней. Смотрите, однозначно какой-то ваш бывший либо нереализованный ухажер. Человек будет делать попытки на то, чтобы вернуться, либо вас уговорить, склонить в отношения, да, затянуть. Дороги у него витиеватые, то есть человек как изначально был, ну, не совсем честный, либо такой, знаете, немножко лукавый, скрытный, опять же таки, может быть. Опять он будет продолжать все с чистого листа, да, заново. На те же грабли вас заманивать. Да, подходи, ты уже в лоб получила, еще раз подойди. Вот. Но вы прям так настороже стоите. Во-первых, вы не склонны по 2-3 раза одну и ту же ошибку допускать. Это не в вашем характере. Плюс у вас, ну, не знаю, хорошие надежные подруги, либо мамочка, да, такая дальновидная, которая тоже будет вам говорить, советовать, говорить, ну, поддерживать вас всячески. Девочки, кто в паре, в браке был с этим, значит, мужчиной, у кого есть детки, готовьтесь к тому, что мужчина может через детей действовать, да? Говорить, вот, иди к маме, скажи, что хочешь папу, что там вы нуждаетесь в папе. Да? Вот как играть даже на чувствах детей, лишь бы вас вернуть. Очень некрасиво. Мужчину это совершенно не красит. Плохой подход, неправильный. Вот если бы он поменялся, если бы он по-честному подошел, да, делал бы какие-то попытки, хотя бы попытки по-новому, да, либо вот проработав себя, может быть, вы и дали бы ему шанс. Но вы ведь все видите, от вас ничего не скроется. То есть все это его внутреннее уродство, вы это видите, вы его не примете. Он будет за вами ходить, он будет к вам ходить, он будет подстраивать всякие, ну, типа а-ля случайные встречи, будет вас раздражать, кого-то из девчонок прям преследовать будет. Вот, какой-то бой вам придется выдержать с вашим бывшим, либо с тем, с кем не получилось. Но вы очень сильная женщина, у вас все получится, вы себя отстоите. Вы не пойдете в это стоячее болото вонючее, а все-таки выбираете себя и свое будущее. Здесь какой-то даже принцип у вас, да, разыграется. Ну, честно скажу, будет непросто, но у вас получится. Плюс, девчонки, кто работает, либо, может быть, по соседству у вас какой-то одинокий мужчина поселится, либо живет. Здесь я вижу, что этот мужчина будет к вам руки тянуть. Честно хочу вас предупредить, что мужчина не склонен испытывать глубокие и сильные чувства. Скорее всего, это больше похоже на предложение любовной связи, да, то есть стать любовниками. Его, кроме интимной стороны жизни, абсолютно ничего не интересует. А у кого-то отыграется, что человек, ну, озабоченный, вот именно помешанный на интиме, на сексе, и ему больше, в принципе, да, ничего нигде не надо. Вот. Будет тут делать шаги в вашу сторону, причем будет это все прикрывать какой-то высокой романтикой. Да? Человек может там в ресторан пригласить, там, цветами засыпать, стихи читать, не знаю, там, серенаду для вас петь. Ну, типа, смотри, я романтик, я такой поэт, я такой чистый и прозрачный, но вот хочу именно тебя, твоего тела хочу. Немножко противно будет от этого человека. Но я думаю, вы быстро с ним разберетесь. Так, еще, девочки, вот женщина всплыла. Женщина. Но мне почему-то кажется, что это свекровь, бывшая свекровь. Возможно, даже женщина будет вас как-то склонять к тому, чтобы вы вернулись к ее сыну. Либо придумывать какие-то опусы, чтобы вас, как заморочить вам голову, будет, например, бить на вашу совестливость, либо на вашу репутацию, чтобы вас вернуть к своему сыну. То есть она поняла, что без вас сын ее пропадет, да, что без вас он никому не нужен. И ей хочется, чтобы ее непутевый сынишка был в хороших, надежных руках. То есть готовьтесь, кому-то прям свекровь начнет ходить и уговаривать вас, чтобы вы вернулись к ее сыну. Да, такое иногда в жизни тоже бывает. Ну, ничего не поделаешь. Ладно, прошлое нас мало интересует, давайте займемся будущим.
Ведь в будущем действительно очень крутой мужчина к вам идет. Смотрите, у него в руках гриб, но он, правда, белый, то есть у него нет формы. То есть это четкий знак на то, что мужчина в будущем будет зарабатывать много денег, либо он добьется каких-то очень высоких результатов и будет полностью материально обеспечен. У кого-то из девчонок отыграется, что этот мужчина женщину свою, да, может обеспечить полным материальным благополучием. Это еще не прорисовано, то есть это как вариант. Мужчина по знаку зодиака здесь точно огненный вышел, огненный, да, потому что у нас здесь вообще Овен показался, знак Овна. Овен пробивной, сильный, харизматичный, характерный. Обычно вот овны, они женщин прям с ума сводят своей вот этой горячностью. Горячность — это большой плюс и также большой минус. У мужчины характер такой, знаете, вижу цель, не вижу препятствий. Либо встали, побежали. Не часто он думает о последствиях, либо не часто просчитывает шаги наперед. Вы друг друга, как дополняете, либо балансируете. Вы женщина очень осторожная, аккуратная, продуманная. Это ваши сильные черты, но при этом вы не спешите по жизни. Очень много шансов, возможностей упускаете. А этот мужчина, наоборот, он от жизни берет все и сразу. Берет то, что нужно, и, как зачастую бывает, то, что совершенно никчемное и ненужное. Вы его будете немножечко гасить, успокаивать. Ну, а он вас будет заряжать вот этой энергией движения, энергией страстей. Да, кстати, по страстям. Мужчина в постели, но это огневой шторм, по-другому и не скажешь. Очень ненасытный и очень умелый любовник, девочки. Прощайтесь со своим сном, прощайтесь с возможностью выспаться. Я вижу у вас тут безумные страсти, и я вижу у вас тут просто марафоны, интимные марафоны продолжительностью несколько суток, да, до такого будет доходить. Девчоночки, которые, извините за пикантные подробности, но я это вижу, я должна вам это сказать, которые в интимном плане недополучали от мужчины. То есть для вас интимная сторона жизни, она не была такой яркой, либо не было тех самых пресловутых удовольствий, о которых так часто в фильмах показывают, либо говорят, либо в книжках пишут. Вот именно с этим мужчиной вы откроете свою женственность, вы откроете свою чувственность. То есть это райское наслаждение. Я понимаю, что звучит противно, и многие сейчас скривились, я сама сейчас скривилась, но тем не менее, вот здесь нам четко показали, что именно с этим новым мужчиной вы познаете радость и наслаждение в интимной жизни. Фу, я аж вся покраснела, простите. Простите за то, что вынуждена это говорить. Но, вам важно это знать, девчонки, вам реально важно это знать. Так, еще по поводу этого мужчины. У него 2 человечка родных всего лишь есть на этой земле, в этом мире. Эти люди могут быть и друзьями, эти люди могут быть и его, например, детьми, либо его родственниками. Их всего лишь 2. Вот кроме этих людей у него больше никого нет. Человек явно прошел через какие-то тяжелые испытания. Это мог быть очень тяжелый развод. Это могли быть потери близких, родных людей. Это могли быть удары судьбы. Возможно, к нему был несправедлив закон. Возможно, люди много гадостей ему наделали. То есть он ад прошел, да, мясорубку прошел. Он лицом к лицу, возможно, видел смерть, да, встретился со смертью. То есть у человека в глазах целый мир. Да, он ведет себя немножко взбалмошно, как ребенок, такой непоседливый ребенок. Но когда заглянуть в его глаза, там целый огромный мир. Там мудрость не по годам. То есть перед вами молодой мужчина, а когда он начинает о чем-то рассуждать, либо давать какие-то советы, вы понимаете, что перед вами почетный старец, да, человек, который много пережил, много видел, обладает какими-то невероятными познаниями. По возрасту этого мужчины сразу скажу, как вы, может быть, плюс-минус пару лет, да, 2 года минус, 3 года плюс, но недалеко от вас ушел. То есть по годам вы друг другу тоже очень хорошо подходите. У кого-то из вас отыграется, что у вас одно имя на 2.
Ну вот есть же такие имена, да, там Александр, Александра, Ольга и Олег тоже, кстати, подойдет. Также могут быть совпадения в датах, да. Возможно, у вас день рождения в одну и ту же дату, либо в один и тот же сезон, да, в один и тот же месяц. То есть вот сразу будут какие-то знаки, которые укажут, что вы не просто так встретились. Так, по поводу знакомства. Вот у кого-то точно отыграется, что мужчину вы видели, либо даже уже знакомы. Но знакомство такое, знаете, шапошное. То есть там имя друг друга знаете, может там пару фраз перекинулись. Но вы этим мужчиной впечатлились. Мужчина виду не подал, но при этом думает о вас вот прям день и ночь. Для тех, кто не знаком, у вас знакомство, ну, совсем уже рядом. Будет какой-то праздник веселья, да? Это не день рождения, это не свадьба, это что-то общее, да? Там, где нет конкретного человека, кого поздравляют. Какой-то праздник, может быть, какой-то государственный праздник. Там вот именно в праздник вы познакомитесь с этим человеком. Так, еще из важного, по поводу работы этого человека. Работа у него есть. Знаете, он такой активный, он ни дня без работы не сидит. Даже если у него выходной, он прям ходит, как у него ломка начинается. Да? Мне нужно что-то делать, мне нужно чем-то заняться. Очень любит мастерить, чинить, ремонтировать. Может быть, даже что-то создает своими руками. Руки очень необычные, легкие. А вы это поймете. Вот как прикоснется к вам, сразу поймете, о чем я говорю. Какая-то особая энергетика у него в руках находится. Так, по поводу чего еще? Да, характер я сказала. Имя у вас похожее, однозначно похожее, либо созвучное. Возраст сказала. Что еще вам не сказала? Встречу я вам тоже сказала. А как у вас будут развиваться отношения? Здесь все очень неоднозначно, к сожалению. С одной стороны, вы девушка скромная, не привыкли к себе мужчин сразу приближать, подпускать. И вас, да, нужно добиваться, и нужно вас заслужить. А мужчина, этот мужчина, он в любви и в отношениях, ну, я вам сказала, да, как точку поставил. То есть ему кажется, что вот не полюблю никогда, либо там не хочу больше боль испытывать сердечную. Смотрите, возможно, он, как я говорила, да, развод пережил тяжелый, либо он потерю пережил, может быть, он вдовец, да, не разведенный, а вдовец. Вот, и он такой себе и решил, что я не хочу больше страдать, я не хочу больше боли, я не хочу больше потерь. Но как закрылся. Он открыт работе, он открыт миру, новым знаниям, новым впечатлениям, но от любви он абсолютно закрытый. Вот тут как бы проблемка возникает. Несмотря на то, что у вас будет обоюдная симпатия, да, взаимное притяжение, у него свои там устои, стереотипы, и у вас свой подход, да, к отношениям к мужчинам. Возможно, не с первого раза, возможно, не сразу, да, через какое-то время вы будете думать о нем, он будет думать о вас. Какой-то странный подход, либо какое-то странное начало ваших отношений. Скорее всего, здесь идет как помощь. Либо вы ему чем-то будете помогать, либо он вам чем-то будет помогать. И вот делая что-то вместе, либо работая над чем-то вместе, вы прям, ну как прилипнете к друг другу. Прилипнете, и все. Вот это будет прорыв. Возможно, на работе вы встретитесь, да, вот кто на работе встретится, скорее всего, вы вместе что-то делать будете. Если вы не работаете вместе, то, возможно, вы какой-то профессиональной деятельностью занимаетесь, либо этот мужчина может оказать какие-то профессиональные услуги, либо он знает кого-то. То есть у вас идет как сотрудничество, как работа над чем-то, и потом сближение именно вот как мужчины и женщины. Так вот, по крайней мере, мне показали. Значит, девочки, готовьтесь к тому, что мужчина сорвет все шаблоны, все ваши какие-то убеждения развеет в прах. Потому что таких мужчин такого уровня вы еще никогда не встречали. Возможно, даже и не слышали, что такие мужчины существуют. Возможно, вы скажете: ой, я опытная женщина, господи, у меня этих мужиков было, там, боссы, целая тележка. Но вот именно такого класса уровня точно не было.
Вам с ним будет очень-очень интересно. Вы будете постоянно с ним вот на пике эмоций. Да? Это будет смех, это будет любовь, это будет страсть. Вот пики постоянно идут. Ох, как он вас любить-то будет. Любить. Он вас даже к чему-то еще приобщит. Это может быть спорт, это может быть какое-то искусство, это могут быть какие-то его, сугубо его интересы. То, о чем вы никогда не думали. Кстати, да, мужчина еще любит очень путешествовать. Путешествовать, вот новые виды, новые какие-то впечатления, новые, другие, вернее, не новые, другие культуры. Если вы домоседка, собирайте чемоданы. Ведь с этим мужчиной вы объездите полмира. Либо там страну полностью вдоль и поперек объездите. Так, мужчина. Мужчина сейчас, в данный период времени, совершенно не заботится о своем быту, о своем уюте. Возможно, он живет на съемных квартирах, либо мужчина, ну как, не следит за своим домом, да, крайне редко там появляется. Девочки, жить вы будете не на вашей и не на его территории. Скорее всего, вот что-то новенькое будет. Возможно, как новое жилище, да, по крайней мере, он не захочет вас приводить туда, где он живет, ну и, конечно же, не согласится жить в приемах. Вот, что-то интересненькое будет. Возможно, вы вдвоем будете подбирать свое будущее гнездышко. Так, мужчина чисто убежден, что деньги должен зарабатывать только мужчина, что женщина должна, если она зарабатывает, деньги тратить на себя, а так быть на полном содержании мужчины. Вот здесь вообще никаких проблем не будет. Ревнивый ли он? Да, он ревнивый, он вспыльчивый, и он, знаете, как ревнует. Вот вам и слова не скажет, даже бровью не поведет. А тот человек, кому он приревновал, ну там не поздоровится 100%. Так, еще из важных моментов. Ну, здесь мужчина как бы серьезно к вам подойдет. Он будет предлагать вам серьезные отношения в будущем. То есть брак, однозначно брак. Вот так, что прям официальный, по закону, чтобы вот четко для всех было понятно, что он муж, а вы жена. Что касается вас, то вы будете не против, абсолютно не против. Наоборот, вы будете только за. Даже если вы сейчас скажете: нет, я себе слово дала, не хочу брак, штамп в паспорте все портит, как только люди женятся, то у них отношения рушатся. Поверьте, вам очень захочется именно с этим мужчиной быть в законном браке. Мне вообще кажется, что вы как обоюдо выданная награда. То есть вами наградили этого мужчину за все его положительные качества и за все вот эти негативные моменты, которые он пережил. И вам дали вот такого чудного, солнечного мужчину как награду за всех дурачков, которые повстречались на вашем пути. Но вы друг друга точно не пропустите. К сожалению, потратите время до начала ваших вот именно взаимоотношений, как бы тут и ваше, и его, но потом у вас прям все пойдет по нарастающей и очень, кстати, бурно будет развиваться. Счастливой вам быть, девчонки. Понятно, что вы все разные, отсыпка общая. Здесь вам высшие точно обещают счастье, радость и наслаждение вдвоем. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.